По второму этажу мы уже сделали настил фанерных полов во всех комнатах. Это видно, и это прекрасно. То есть полы вывели. А как уровень проверить? Давайте пробегусь. И уровень сразу проверим. Просто вот так вот хаотично ложу. Видно, да? На что надо смотреть? Надо смотреть вот на этот пузырек. Если он по центру, значит все замечательно. Видно, что он по центру. Все прекрасно. Идем дальше. По центру. Все прекрасно. Идем дальше. Все прекрасно. Сейчас еще другую комнату. И последнее помещение. Тоже. Все по центру, все замечательно. То есть фанерные полы у нас сделаны в уровне. Все прекрасно утеплено. Ну и фанерные полы сделаны. Сейчас уже готово утепление. Сначала мы утепляли вот так вот между стойками. Это видно. Вот стойки. Сделано утепление в 15 сантиметров. Далее мы сделали горизонтальную направляющую. Это брусок 50 на 50. И утеплили еще, ну, вот так вот по горизонту. Это для того, чтобы перекрыть мостики холода от самих стропильных ног. Процесс утепления у нас почти закончен. Крыша вот так утеплена. Микро щелочки какие-то. Микро. Вот типа вот микро, там миллиметры бывают. Еще пробежимся, сейчас пропеним. Слегка вот их пропеним, чтобы вообще было все идеально. А, вот еще уголки надо вот здесь закрыть. Будем еще углы вот эти закрывать. Еще, оказывается, не все. Уголки-то все выравниваем. Да, будем выравнивать заподлицо со стеной, чтобы толщина утепления вот именно в угловых соединениях была шире, больше. Вот здесь горизонтальные, есть направляющее горизонтальное утепление. А вот там их еще нету, видите? Там просто 15 сантиметров. И вот мостики холода, а вот этих стропильных ног. Вот этих вот. Вот мы их и перекрывали. И получилось вот так вот. Шикарно, да? Давайте покажу. Вот прямо сейчас я покажу. Видите, насколько плотненько, все аккуратно. Видите, очень герметично. Хорошо как. Это плотный утеплитель. У него какая плотность? 80-я? Сколько у нас Сергей, инженер, закладывает? А? 70. Да, он плотный заказывает. Сергей, наш инженер-проектировщик на наклонный, берет утеплитель повышенной плотности, чтобы он не проседал, не сминался. Вот я рукой пробиваю. Вот такой плотненький. А на горизонтальные поверхности берет менее плотные, там 35-я, 45-я плотность, вот такие вот. Это с чем связано? У более плотного утеплителя есть плюсы. Он не проседает. Поэтому он здесь на наклонных поверхностях и нужен. А утеплитель малой плотности мы применяем на горизонтальных поверхностях. Он лучше сохраняет тепло, потому что внутри больше воздуха. Плотно получается хорошо. Плотно получается хорошо. Мостиков холода вообще не должно быть. Если будут вот эти щелочки, значит это мостик холода. И тепло будет выходить. Следовательно, вот этот конденсат, который будет там накапливаться, он будет накапливаться в утеплителе. А с утеплителя передаваться еще на деревянные конструкции. То есть, во-первых, сам утеплитель будет с легкостью выпускать тепло, когда он сырой. Не сохранять тепло в доме. Еще хуже приведет к тому, что будут страдать деревянные конструкции, они начнут гнить. Поэтому все должно быть максимально герметично. И как видите, сейчас покажу. У нас даже если есть где-то что-то, да, но
микрощель, она перекрывается следующим листом. Следующий лист перекрывается следующим листом. То есть и получается, во-первых, мы стараемся делать очень герметично, но если где-то даже он перекрывается, он перекрывается. Ну и в конечном итоге для себя еще везде пробегаемся и пеной пробегаем, чтобы вообще было все герметично. Ну и в конечном итоге получается хорошая работа. Хорошая работа, то есть кровля будет очень герметичной, кровля будет теплой. Видите? Все четко. Видите, все плотненько, плотненько, аккуратно, аккуратно. Ну это видно. Тихо ты меня там стал. Просто все угловые соединения, вот в углах чаще всего такие микрощелочки. Утеплитель же все равно идеально не сядет. Пропенил там. Окна же тоже, вот, видите, окна же пропенены. Но в оконных конструкциях вот толщина этой пены вот такая запредельная, да. Нет, в наших случаях -то тоненький, может быть, там миллиметр, миллиметра два. Хорошо, работа идет, то есть кровля почти готова, она почти утеплена. Далее что мы будем делать? Сейчас пойдет пароизоляционная пленка, которая будет уже спасать, сохранять утеплитель от того, ну сейчас нет уже, сейчас тепло, бытового конденсата, который есть, бытовой влажности, которая есть в помещении. И вот эта влага не должна попадать в утеплитель. То есть для этого мы делаем специальные, настилаем специальные мембраны. И все, далее обрешетка пойдет черновая. Она нужна для того, чтобы крепить к ней уже чистовой материал. Что хотите. Вагонка, имитация бруса, гипсокартон. То есть это уже, то есть любые отделочные материалы. И вот через неделю я вам покажу уже готовый объект, то есть в готовом виде, подготовленный для чистовой отделки. Работа идет? Работа идет. Видите, как герметично получается. Герметично, герметично. Ну что, дамы и господа, если вам необходимо сделать утепление или настил фанерных полов, вы знаете, куда обращаться. Центр домостроения. Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, сделаем вам расчет. Все, ну а дальше вы принимаете решение. Будем рады выполнить для вас эту работу. До встречи.